Плановый рейд по пригородным садовым товариществам начался с осмотра места пожара в саду номер 6, который произошел вечером 24 мая. От домика на садовом участке остались лишь кирпичные стены. По словам специалистов, одной из причин огненного происшествия стало несоблюдение допустимого расстояния от дымовой трубы до стены, которая до пожара была к тому же обшита деревом. На пожаре пострадал один человек, хозяин дома. В ходе тушения самостоятельно получил травму руки, перелом. Значит, причиной пожара явилась перекал печи. В ходе проверки было установлено, что до пожара он эксплуатировал печь в доме, именно печь в бане. Вот. Данный пожар у нас 31-й по счету. То есть за текущий период 2017 года произошло 31 пожар. По относительно прошлого года это было 4 пожара, то есть у нас идет рост пожаров. Несмотря на еженедельные рейды пожарных инспекторов совместно с председателями садовых товариществ, некоторые сибайцы упорно игнорируют неукоснительные противопожарные правила, что приводит к подобным печальным последствиям. Стоит отметить, что сотрудники МЧС, дабы обезопасить нерадивых горожан, оказывают еще и благотворительную помощь. Не так давно в саду номер 6 появилась собственная машина, приспособленная для самостоятельного тушения незначительных возгораний до приезда огнеборцев. По просьбе председателя сада, то есть мы оказали, конечно, и методическую помощь, и техническую помощь, в частности, в оснащении данного автомобиля. Были выделены пожарные рукава. Данный автомобиль был модернизирован самостоятельно, то есть на базе автомобиля «Газель» установили емкость для воды, установили мотопомпу, и получается, что имеется пожарный автомобиль, приспособлен для цели пожаротушения. Вот здесь вместимость около 500 литров, 400-500 литров, и мотопомпа. То есть она самостоятельно до прибытия специализированных подразделений может подать первый ствол помощи. В очередной раз пожарные инспекторы спасли чьи-то жизни и имущество. В очередной раз напомнили гражданам о мерах противопожарной безопасности. Остается надеяться, что сибайцы все же станут более ответственно относиться к правилам безопасности, и количество огненных происшествий пойдет на убыль. Ведь, как говорится, водой пожар тушат, а умом предотвращают. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.